Железнодорожная авария в Алматинской области. Поезд протаранил пассажирский автобус. Кто виноват в том, что общественный транспорт регулярно выезжает на рельсы? Возникает вопрос, как вообще какой-либо транспорт оказался заблокированным на железнодорожных путях. Убийство гея в Узбекистане, скорее всего, не было совершено на почве ненависти. Тем не менее, уровень враждебных комментариев в адрес представителей ЛГБТ-сообщества в соцсетях просто зашкаливает. Я считаю, что это убийство, это логическим результатом является той кампании гомофобии, которая поддерживается на государственном уровне в Узбекистане. Налоговая система Таджикистана крайне сложная и запутанная. Среди всех стран мира по простоте ведения бизнеса Таджикистан находится в замыкающей 20-м. Я подал документы на закрытие фирмы, и налоговики начали ревизию за все годы деятельности. Уже по 4-му кругу проверяют. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Начинаем выпуск со срочной новости. На кыргызско-таджикской границе в эти минуты идет стрельба. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Государственной пограничной службы Кыргызстана Гульмира Борубаева. Кыргызстандын органдарын жөнөтүңүздөр тез-тез. Борубаева заявила, что перестрелка происходит в районе села Махсат, но пока не ясно, с какой стороны идут выстрелы. Отмечу, ранее стало известно о том, что кыргызстанских пограничников перевели на усиленный вариант несения службы. Таджикские власти к моменту выхода программы в эфир никак не прокомментировали происходящее. Ситуация на границе обострилась в последние дни. По сообщениям кыргызской стороны, граждане Таджикистана начали строительство в 2 местах на неописанном участке границы близ сел Махсат и Джакаурюк. Местные жители предполагают, что идет возведение военного объекта, но подтверждения этой информации нет. А таджикистанская сторона, в свою очередь, сообщает, что кыргызстанские власти намерены построить КПП на спорной территории, на дороге, которая связывает таджикистанский город Исфара и с анклавом Варух. Таджикистанцы опасаются, что из-за этого могут возникнуть проблемы с передвижением. Полномочный представитель правительства в Баткенской области Кыргызстана Акрам Мадумаров заявил, что переговоры с таджикистанскими коллегами идут постоянно. Отмечу, Таджикистан и Кыргызстан подписали соглашение о том, что на неописанных участках границы строительство вестись не должно. Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых только чуть больше половины делимитированы и демаркированы. На спорных участках между жителями и пограничниками двух стран нередко вспыхивают конфликты. Часто все заканчивается человеческими жертвами. В марте этого года в одном из таких конфликтов погибли 2 граждан Таджикистана. Мы будем следить за развитием ситуации. К другим темам. В Алматинской области поезд на всей скорости въехал в застрявший на переезде пассажирский автобус. Его водитель погиб на месте. Еще несколько человек с различными травмами доставлены в тяжелом состоянии в центральную районную больницу. Среди них 2 девочки 3 и 15 лет. Сейчас причины аварии на железной дороге выясняют правоохранительные органы. Шолпан Разбекова побывала на месте катастрофы. Она расскажет все, что известно к этому часу. Эти видеокадры очевидцы сняли накануне вечером на перегоне Аксингир-Шамалган в Алматинской области. Пассажирский поезд столкнулся с рейсовым автобусом. В его салоне в момент столкновения находились десятки людей. Водитель погиб на месте. Еще 3 человека, в том числе дети, были доставлены в больницу. Все они находятся в реанимации. У матери закрыт черед мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом со смещением правого плеча, закрытый перелом грудной клетки, закрытый перелом с 8 по 11 ребра слева и 11 ребро справа. Дети, получается, закрытый черед мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. У младшей, у старшей, плюс еще перелом несколько костей черепа. По словам очевидцев, автобус застрял на железнодорожных путях еще задолго до появления поезда. Когда стало понятно, что столкновения не избежать, водитель успел выпустить большинство пассажиров. Однако сам покинуть свою кабину не успел. Машинист же применил экстренное торможение, но было уже поздно. Аварии предотвратить он уже не смог. Это как раз то место, где поезд врезался в автобус. А вот мы видим здесь запчасти, оставшиеся от общественного транспорта. Сам автобус, кстати, увезли в 2 часа
ночи, но возникает вопрос, как вообще какой-либо транспорт оказался заблокированным на железнодорожных путях. Ведь когда приближается поезд, опускается шлагбаум и приподнимаются вот эти вот железные устройства. То есть, в принципе, проехать нельзя было. Похожие вопросы задает и министр внутренних дел, не исключает уголовной ответственности виновных. Как получилось, что автобус оказался за оградой, сейчас в ходе следствия нам предстоит узнать. Есть ли вина путевого смотрителя, который находился на месте и должен был принять меры для предотвращения данного столкновения. Возбуждены уголовные дела. Очевидцы столкновения разделились на два лагеря. Одни уверены, это грубое нарушение правил дорожного движения. Другие придерживаются мнения, что на этом переезде давно надо было навести порядок. Но кто именно должен следить за тем, чтобы автомашины не выезжали на железнодорожные пути, никто так и не знает. Не знаю. Вчера кто-то регулировал движение? Нет, другой был на смене, я не могу ничего вам сказать. Нарушил водитель. ПДД, раздел 15, пункт 4. Местные жители говорят, что из-за частого движения поездов на переезде постоянная пробка. Власти обещали разгрузить его и построить мост, но ВОЗ и ныне там. Здесь очень опасно, и вообще здесь нужен мост. Каждый год обещают построить, но не строят. Давно надо было этот мост здесь построить. В 1976 году тоже же здесь автобус вот так вот. Люди гибнут. 22 человека погибло. Все винят водителя, но он не виноват, потому что когда здесь образовался затор, светофор этот еще не зажегся, и он застрял посередине. Уже потом, когда его здесь зажало с двух сторон машинами, включился светофор, и он не смог двинуться ни вперед, ни назад. Здесь постоянные пробки, и люди страдают. В прошлом году погибли 3 человека. Говорить на камеру о произошедшем местные работники путей отказались. Их руководитель комментировать ситуацию тоже не стал. Между тем, минувшей ночью после случившегося местные жители устроили здесь акцию протеста. Народ требовал, наконец, построить обещанный много лет назад мост. ДТП со смертельным исходом здесь уже стали нормой. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Представители ГУВД Ташкента сообщили подробности убийства Шокира Шавкатова, который за день до гибели открыто объявил в соцсетях о том, что он гей. По данным узбекистанских правоохранительных органов, молодой человек познакомился со своим предполагаемым убийцей в социальной сети ВКонтакте. Милиция назвала возраст и имя задержанного. Это некий 28-летний житель Алмазарского района столицы по имени Одилджон. Сообщается, что 11 сентября примерно в 9:30 вечера Одилджон пришел в съемную квартиру Шокира Шавкатова. Там между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого Одилджон с сувенирным ножом нанес несколько ножевых ранений в шею и руки Шокира. Тело 25-летнего Шавкатова на следующий день обнаружил хозяин квартиры, который сообщил об этом милиции. Тем временем источники радио Озодлик в следственных органах сообщили, что по факту убийства Шокира Шавкатова возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство, совершенное группой лиц или членом организованной группы, либо в ее интересах». Друзья Шокира Шавкатова рассказали радио Озодлик, что трагедия случилась 12 сентября. В тот день молодой человек находился в популярном среди ЛГБТ-сообщества клубе, откуда его вывели двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции по этике. После чего предположительно отвезли в квартиру, где сначала избили, а потом зарезали. По словам друзей Шавкатова, за 2 дня до этого правоохранительные органы провели рейд в том же ночном клубе и задержали около 10 человек. Представители ЛГБТ-сообщества Узбекистана в свою очередь потребовали от властей взять сексуальное меньшинство под свою защиту. Они назвали убийство Шокира Шавкатова актом устрашения. Глава Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежда Аттаева считает, что для изменения отношения общества к однополым отношениям необходимо проводить информационную работу. С точки зрения общественного сознания представители ЛГБТ, особенно если они об этом сознаются публично, то это становится источником экстремизма, особой агрессивности. И, конечно, для представителей ЛГБТ это становится крайне-крайне опасным и даже смертельно опасным, как показывает данный случай. Но если мы настроены на то, чтобы Узбекистан стал правовым государством, то, следовательно, необходимо информировать общество, правильно толковать и привлекать для информационного освещения опытных экспертов в вопросах права, воспитания и так далее, то я думаю, что в этом смысле мы можем прийти к нормальному пониманию и не воспринимать эти проявления как нарушение закона или какое-то преступление или покушение на национальные традиции.
Убийство Шакира Шавкатова подогрело дискуссию о необходимости отмены 120-й уголовной статьи в Узбекистане. Правозащитники считают, что статья за мужеложество стала инструментом в руках государства. Мне кажется, что нужно декриминализировать статью 120. Тем более, что, значит, ее очень часто подменяют под преступления, которые непосредственно касаются педофилии. Более того, эта статья стала очень активно политизироваться, и даже не представители ЛГБТ чаще всего обвиняются для того, чтобы оказать сильнейшее морально-психологическое давление на обвиняемого и склонить его к тому, чтобы он дал самопризнание и сам себя оговорил за преступление, которое он не совершал. И это чаще всего касается оппонентов режима. В связи с гибелью Шакира Шавкатова исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии также призвал власти Узбекистана декриминализировать 120-ю уголовную статью. Стив Свердлов назвал ее наследием предыдущего президента Ислама Каримова и заявил, что новым властям необходимо от нее отказаться. Мы, конечно, давно призываем Ташкент модернизировать и внести свой уголовный кодекс в соответствии с международными нормами. То, что случилось несколько дней назад в Ташкенте, является зверским, гомофобским убийством и нападением на молодого человека. Спустя день, как он заявил открыто о своей сексуальной идентичности, это страшно. Это должно не только удивлять международное сообщество и все узбекское общество. Это должно быть стимулом немедленно правительству Узбекистана поднять эту проблему. Уже наконец-то оставить каримовское наследие в прошлом и говорить о толерантности и о декриминализации. Я считаю, что это убийство, это логическим результатом является той кампании гомофобии, которая поддерживается на государственном уровне в Узбекистане. Опять-таки, связано с Уголовным кодексом. Мы часто получаем обращения от граждан, от людей из сообщества ЛГБТ, которые нам говорят, что мы боимся говорить о зверских нападениях на нас, потому что мы боимся, что как только мы об этом заявим, нас задержат, нас будут арестовывать, наши идентичности будут раскрывать, выдавать нас и на работе, и в обществе. Есть страшные последствия для этих людей. Но очень давно уже пора оставить эту практику в прошлом и создавать толерантное сообщество. Это, конечно, не только на благо сообщества ЛГБТ, но для всех граждан это важно. Потому что в любом обществе, где можно безнаказанно убивать и издеваться над меньшинством, все граждане в опасности. Поэтому сейчас как раз это момент, когда президент сам должен говорить об этом, и он должен призывать менять уголовный кодекс и убрать статью 120. Снова вместе в Кыргызстане президент страны Сооронбай Жээнбеков провел встречу с членами так называемого Временного правительства. Этот самопровозглашенный орган появился в стране после революции 2010 года. Тогда 14 политиков объединились и на полгода стали исполнительной властью. Как сообщалось ранее, на разговор членов Временного правительства пригласил сам глава государства. Что обсуждали, почему встреча была закрытой и не афишировалась властью, выясняла Дарья Тимофеева. В 2010 году в состав Временного правительства вошли видные оппозиционеры. После президентских выборов 2011 года, на которых тогда победил Алмазбек Атамбаев, многие лидеры революции остались во власти. Кто-то стал депутатом, кто-то занял кресло министров. Но проработали в согласии они недолго. Политические споры и обиды стали причиной не только потери должностей, но даже заведения уголовных дел. По крайней мере, так заявляли сами члены Временного правительства. И вот спустя 9 лет они вновь собираются вместе, обедают в кафе, сажают деревья и проводят встречу с действующим президентом. Утро субботы политики провели за озеленением столичного парка. После они должны были направиться к Сооронбаю Жээнбекову. Ожидания от встречи у всех были разные. Эта встреча очень нужна. Во-первых, это будет показателем того, что президент Жээнбеков готов сотрудничать со всеми политическими силами Кыргызстана. Во-вторых, Временное правительство – это история. Это будет означать, что глава государства понимает, будущее Кыргызстана вытекает из его прошлого, признает совершенные ошибки и постарается не допускать их в будущем.
На прошлом Курултае мы поставили 3 властям. Какое из решений того Курултая было выполнено? Я хочу спросить об этом. А есть в Кыргызстане другие политики, которые могли прямо в лицо все высказать? Или вы думаете, что мы просто идем туда, чтобы мямлить? На сайте главы государства за 2 дня не появилось ни пресс-релиза, ни одной фотографии. В комментарии нашему каналу пресс-секретарь президента отметила, субботний разговор лишь продолжил череду подобных встреч. Такая же встреча президента была проведена в честь Дня независимости с бывшими главами правительства и парламента Кыргызстана 31 августа. Цель этих встреч – обменяться мнениями по всем вопросам, касающихся жизнедеятельности страны. Отметим, что встречи главы государства с представителями общества несут традиционный характер. Что происходило на самой встрече, известно только со слов приглашенных. В заявлениях в прессе политики говорили, что состоялась откровенная беседа на все темы – от реформ до инвестиций. У меня ощущение, что внятной стратегии подготовки к следующим выборам в аппарате президента нету, и это просто вот попытка перебирать разные варианты и попутно вести переговоры, в то же время, может быть, выстраивать какие-то схемы или, может быть, планы. Это может быть попытка как-то старые запасы перетрясти и посмотреть, и, может быть, и показать обществу тоже, ну, кто у нас есть и за кем нужно идти вперед. Со слов участников встречи, в разговоре не обошли стороной и ситуацию вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Еще одна ключевая фигура этого самого временного правительства. Экс-президент сегодня в опале, он заключен под стражу. На этой теме президент якобы остановился отдельно. По пересказам присутствующих, глава государства заявил, что положение, в котором сейчас оказался его предшественник, исключительно вина самого Алмазбека Атамбаева. Смотрите далее в нашей программе. Налоговая система Таджикистана крайне сложная и запутанная. Среди всех стран мира по простоте ведения бизнеса Таджикистан находится в замыкающей 20-ке. Я подал документы на закрытие фирмы, и налоговики начали ревизию за все годы деятельности. Уже по 4-му кругу проверяют. Очередная жестокость. В одной из узбекистанских школ учительница жестоко отхлестала школьницу руками по лицу. Примечательно, что во время экзекуции рядом проходит взрослая женщина, по-видимому, тоже учительница, и не обращает на происходящее никакого внимания. Узбекистанские СМИ сообщают, что инцидент произошел 13 сентября. Некоторые издания пишут, что девушка якобы мешала вести учителю урок, за что и была подвергнута телесному наказанию. Речь идет об общеобразовательной школе номер 27 в Ургутском районе Самаркандской области. Запись с камер видеонаблюдения немедленно попала в интернет и вызвала гневную реакцию пользователей соцсетей. На кадрах видно, как учительница несколько раз с размаху бьет в лицо и грубо толкает ученицу. Девочка при этом прижимается к стене и закрывает лицо руками. Министерство народного образования пока никак не прокомментировало ситуацию. Платить налоги в Таджикистане неудобно. Слишком сложные процедуры. Общий размер государственных поборов превышает 65%. В стране существует много мелких сборов, которые приводят к двойному и даже тройному налогообложению. Причем некоторые налоги просто дублируют друг друга. Предпринимателям просто невыгодно работать в Таджикистане, поэтому их количество сокращается с каждым годом. Но это не мешает властям увеличивать план сбора налогов на 20% каждый год. Обо всем этом говорится в отчете Всемирного банка. Анушер Ванарипов разбирался в теме. У Рустама небольшая фирма, которая занимается монтажом и установкой различного оборудования. По словам мужчины, помимо неподъемной ставки налогов, инспекторы постоянно просят его внести предоплату за месяц-два вперед. Плановые проверки тянутся так долго, что не остается времени на управление бизнесом. Из-за общего спада в экономике и высокой конкуренции заказов становится все меньше. Так что Рустам решил закрыть бизнес, но ликвидировать фирму пока не получается. Я подал документы на закрытие фирмы, и налоговики начали ревизию за все годы деятельности. Уже по 4-му кругу проверяют. 2 месяца идет ревизия, а результатов пока нет. Каждый год десятки тысяч представителей малого и среднего бизнеса прекращают свою деятельность. Официально из-за финансово-экономического кризиса. Но эксперты уверены, что все дело в налогах. Если вот это налоги будут пожирать более 30%, тогда каких-то развитий не может быть. Ну, если у предпринимателя не будет какое-то, накопление ресурсов для дальнейшего развития, ну, какое может быть развитие? Поэтому, если мы хотим в дальнейшем развиваться, обеспечить развитие предпринимательства, надо снизить налоги. Это аксиома, это не требует какой-то
доказательства. По данным Всемирного банка, Таджикистан из 190 стран находится на 183-й позиции в мире по легкости ведения бизнеса. В среднем на налоговые процедуры в год таджикский предприниматель тратит 224 часа. Более 30% налогов приходится на второстепенные отчисления. Некоторые налоги просто несправедливы, говорят эксперты Всемирного банка. Например, налог с пользователей автомобильных дорог. Получается тройное налогообложение. Предоставление льгот одной категории налогоплательщиков и госпредприятиям ложится бременем на тех, у кого налоговых скидок нет. План по налогам устанавливает правительство, и он стабильно повышается каждый год на 15-20%. Есть сектор, который получает поддержку со стороны государства со значительными, довольно щедрыми налоговыми льготами. С другой стороны, мы видим довольно крупный неформальный сектор, который пытается оставаться в тени, вне поля зрения налоговых органов. В итоге у нас имеется довольно узкий формальный частный сектор, на котором лежит все бремя. Проблемы с налогами можно перечислять еще долго, говорят во Всемирном банке. Но если власти не предпримут срочных мер, собирать будет нечего и не с кого. Есть понимание того, что этот инструмент политики, то есть налоговые льготы, на сегодняшний день не применяется самым эффективным способом. Его нужно усовершенствовать и модернизировать. Это позволит государству наладить прямую связь с той или иной компанией, которая получает налоговые льготы и приносит, например, дополнительные инвестиции, создает рабочие места и содействует новым технологиям, и уйти от тех оплат, которые не приносят результатов, которые хочет увидеть государство. В Таджикистане решили пересмотреть налоговый кодекс после большого количества жалоб на непомерные поборы и сложную систему уплаты. Власти уверяют, что акцент будет сделан на снижение налоговых ставок, упрощение системы налогообложения и сокращение инспекторов. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. В Узбекистане стартовал сезон уборки хлопка, и бюджетников снова заставляют выходить на поля, хотя чиновники и обещали, что не будут привлекать граждан в принудительном порядке собирать урожай. Сотрудников андижанского регионального предприятия электросетей заставили написать расписки, что в сборе хлопка они принимают участие исключительно на добровольной основе. Один из сотрудников сетует, что женщин отправляют на 15-дневную смену, и они вынуждены оставить на это время свои семьи. Кажется, говорили, что с принудительным трудом покончено, добавил работник электросетей. А сотрудникам предприятия «Фаргона Азот» руководство пригрозило увольнением и в случае отказа ехать на уборку хлопка. Аналогичная ситуация и в Народном банке страны. Отмечу, несмотря на то, что в Узбекистане принят ряд законов, которые направлены на искоренение принудительного труда, граждан по-прежнему заставляют убирать урожай хлопка. Я напомню, 12 августа на видеоселекторном совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев официально запретил отправлять на сбор хлопка учащихся школ, студентов и сотрудников бюджетных организаций. Ранее Министерство труда США исключило Узбекистан из списка стран, где при производстве товаров используется детский или принудительный труд. Сегодня в эфире нашего телеканала очередная серия проекта «Азия-360». Автор программы Адилет Бектурсунов расскажет о казахстанском поселке под названием Родина. Чем же он примечателен? Мы в северном Казахстане, нас уже кушают здесь комары. Мы в поселке Родина. Люди называют его самым настоящим социалистическим раем. Этот поселок находится примерно в 70 километрах от столицы Казахстана Нур-Султан. И мы приехали сюда, чтобы узнать. На самом деле жители Родины являются самыми счастливыми людьми в Казахстане. Проект «Азия-360» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 22:30 по времени Бишкека и Нур-Султана. Не пропустите. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Прощенный день, прости уж, пожалуйста. И ты меня прости. Давай, ты, только глаза не надо. Ну это что, ко мне верхом на лошадь. Ровно. Господи Боже милостивый, простите меня, грешника. А ты веришь, Боже?
Нет. Не веришь? А в черта веришь? Нет. Так я черт. Я верю в Бога, а сам черт. Прикинь. Давайте, пить тачки!